30-летний Рустам Эльмурзаев вышел из дверей этого ночного клуба во 2 часу ночи с субботы на воскресенье, чтобы заступиться за своих 3 друзей, которых избивали на этой стоянке. Именно тут Рустама и начали убивать. Остались даже следы его крови, засыпанные песком. Владелец ночного клуба Моджи открывает свое заведение для представителя президента Чеченской Республики. На верхнем ярусе клуба сидела знаменитая спортсменка Елена Исамбаева. В компании с известным криминальным авторитетом области Владимиром Кадиным. Потерпевший Умар Машкаев рассказывает, что его друг в знак уважения поприветствовал Самбаеву и улыбнулся. Это не понравилось Кадину. После этого Кадин вывел Занди Магомадова на улицу. Пытавшись заступиться за него Рустама Эльмурзаева и 2 ребят, Кадин стал избивать. Помогали ему охранники, более 15 человек. Дальше они все разбежались, там просто я видел, кто-то колеса пропускал машину у меня, и все, они ушли. А как Рустама убили, ты не заметил? Выстрелил, вот у него в голову огнестрельное. А то, что выстрелил, вот это вот, я просто слышал это выстрелы, но не заметил. Медэкспертиза Волгограда называет причиной смерти просто черепно-мозговые травмы. Однако медэксперты Грозного обнаружили в голове убитого сквозное отверстие. Записи с уличных видеокамер торгового центра «Парк Хаус» изъяты следствием. По словам прокуратуры, неясно, сохранилась там запись или нет. Почему-то нет даже записи и внутренних видеокамер ночного клуба Моджи. Вот и что камера, а? Ну, поставили китайскую херню, так никак не сделают. Она пишет, начинаешь смотреть, а она там 0. Это часто так бывает? Ну, у нас так сначала и было. А поставили зачем вы тогда, раз не работали? Мы-то ставили нормально, просто так получилось, что мы такое поставили. По словам местных жителей, в этом клубе неофициальный запрет для входа кавказцам. Местная милиция пристально наблюдает за нами, но не подходит. В администрации области экстренное совещание. Разобраться в трагедии приехали ночным рейсом с Москвы 2 депутата с Госдумы, представители парламента Чеченской Республики и правозащитных организаций. Доподлинно известно, что волгоградские медэксперты под чьим-то давлением пытались изначально сфальсифицировать причину смерти убитого Рустама Эльмурзаева. Когда поступала эта информация, я связался с вашим заместителем, Юрий Юрьевич, да? Михаил Владимирович. Исполняющий обязанности начальника ОМВД города Юрий Юрьевич, да? Юрий Юрьевич, да. Юрий Юрьевич мне сам представился и говорит, вот, значит, говорит, находится в отпуске, да? Я могу вам сообщить следующее. Да, вот был такой случай, это буквально я вчера с ним разговаривал, был такой случай, мы этим вопросом занимаемся, но по нашей версии и по заключению наших экспертов, данный гражданин скончался от сердечного приступа. Ну как так можно, наделенное такое самовластие, а потом мы-то в Москве, я вот депутат Ихаджиев, мы в Москве, нам, значит, рекомендуют и говорят, вот, провели туда повторную экспертизу сделали, прежде чем это самозахоронить и так далее, это все несоответствие. Вот в этих вопросах я полагаю, что вы разберетесь, так? Безусловно. Силовики и администрация области говорят, что начальник МОП УВД Волгограда не имел права давать такие необоснованные комментарии. Более того, по словам прокурора, до приезда делегации депутатов и правозащитников потерпевшие не называли фамилию криминального авторитета, из-за которого и произошла трагедия. Сегодня, вот когда мы поехали к вам, предварительно с ними переговорили, Кашкар говорит, я буду рассказывать всю правду. И уже назвал фамилию. Машкаев то же самое. То есть мы в какой-то степени благодарны вам за то, что именно этот приезд подталкивает к тому, чтобы они давали правдивые показания, потому что задействованы такие силы. Изначально, когда их по смерту допрашивали, они говорили, какие-то молодые люди наверху там были, вот, показали нам оттуда, мы снизу, они вышли, мы подрались. Кто что, то есть не называя фамилию. Сейчас называют фамилию. То есть картина становится ясной. Здесь некоторые чиновники, с кем мы беседовали, они говорят, да, эти лица известные, мы не можем с ними справиться, за ними стоят определенные силовые структуры, за ними, значит, соответствующая поддержка. Естественно, и прокурор, и даже начальник следственного комитета в некоторых случаях находится в точно таком же положении, как и рядовые граждане, которые он тоже чувствует эту опасность. Поэтому бороться с преступностью, мы прекрасно понимаем, это непросто.
Президент Чеченской Республики поручил своим представителям разобраться в трагедии. Власти области обещают найти всех виновных в преступлении. Пока задержан один подозреваемый, некий Исмаилов, уроженец Азербайджана. Лицо, которое нанесло телесные повреждения Аль-Мурзаеву, установлено. Это лицо дает признательные показания, и эти показания стыкуются с показаниями, значит, тех лиц, потерпевших, скажем так. Он уже говорил, кто ему дал команду? Давайте об этих нюансах будем говорить, потому что есть тайна следствия, поэтому на данный момент, наверное, мы раскрывать и говорить о подробностях не имеем возможности, да и не имеем права. Очень импонирует позиция президента Чеченской Республики, который так реагирует на чрезвычайное происшествие. Он что-то говорит, имя Кадин? Да, мне знакома эта фамилия. Какое влияние, авторитет, кто он вообще? Официально Владимир Викторович Кадин не судим, насколько я понимаю, хотя он неизвестен и не только мне. Я бы больше не давал комментариев по этой фамилии, потому что есть правовое поле, есть конституционное право у каждого гражданина Российской Федерации. Если он преступник, нужно его изобличить по суду и тогда называть преступником. В областную больницу в ту ночь поступил с тяжелыми травмами лица и тело потерпевший Умар Машкаев. Дежурный врач отказывается показать историю болезни. Говорит она в сейфе у заведующего врача. Было 2 милиционера и, по-моему, 3 ребят. Я не знаю, откуда. И они отказались, а потом, видно, он все-таки лег. Ага. А истории болезни нет, да? А истории болезни нет. Все время нахождения в городе за нами пристально наблюдает городская милиция и постоянно мелькающие одни и те же лица. Местные жители и представители президента Чеченской Республики в области благодарны Рамзану Кадырову, что он уделяет внимание не только внутренним проблемам. Ситуация дона Рамзан док Баркал ал-Урдар, Дерез хил ал-Урдар дона, Хагу Магуальтон, Сахдон, Вай Бусул Вежер Гижер Сегулки Хаджаца Аштон, Ара Аштол Тхулки Дон, Тхун Арц, Вел Ана Уастибахкит Дона, Тхунтат Дитсулдош, Фундаци. Потерпевшие Андрей Каршак и Занди Магомадов приехали в Грозный выразить соболезнования родным своего убитого друга Рустама Аль-Мурзаева. У него осталась без кормильца вдова Джамиля, 2 детей, 5-летняя дочь Радима и 3-летний сын Муслим. Хочу сказать единственное, что люди, которые это сделали, это отморозки. Я не знаю, это люди не от Бога, не от Бога. Эти люди обязательно получат по своим заслугам за то, что они сделали. Они неоднократно уже такие вещи делали. И постоянно им это проходило безнаказанно. Радима и Муслим пока ни о чем не знают. Думают, что их папа скоро вернется. Дочь даже хвастается подарком отца. Папа. Матери. Один Рустам зарабатывал и поддерживал всю семью. Жену, детей, свою мать-инвалида войны и близких родственников. Никогда никому не отказывал и всегда держал свое слово. Друзья говорят, был очень миролюбивым. Любой конфликт старался урегулировать улыбкой, доброй шуткой и разговором. Я была в шоке, я даже не верила. Я не верила, пока его сама не увидела. Мне почему-то казалось, что это кто-то другой, не может такого быть. Потому что если бы он был какой-то скандальный, если бы пил, курил, тогда еще что-то можно было от него ожидать. Он вообще не пьет, не курит. Скандал, никогда не скандалил. Очень спокойный человек. Начался конфликт у нас с молодым человеком, который в последующем я узнал, что его фамилия Кадин, он является местным авторитетом криминальным. Изначально у нас начался с ним конфликт, он созвал всех своих, как я не знаю сказать, всю его банду на улицу. Когда мы начали выходить из клуба, нас начали избивать. Не успевая вставать, нам наносили очередные удары. Никакого драки, ни о каком вообще не идет речь. Только было избиение со стороны его, самого Кадина. Я видел, как он друга моего чеченца ударил. И как избивали его товарищи, всех моих друзей. Диско-клуб Моджо, клуб. Ну, как я слышал, там неофициальная версия, фейс-контроля, лиц кавказской национальности не пускать. Я первый раз сюда вообще попал.
мне интересно стало, почему вот, знаешь, пригласили меня просто. Следственное управление прокуратуры Волгоградской области уже допросило подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Рамзан Кадыров держит ситуацию под личным контролем. С момента нахождения на посту президента Чеченской Республики подобные бесправия не остаются безнаказанными. Адлан Дудаев, Рязан Абдулмуслимов, Заур Магомадов. Новости.